Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, уважаемые интернет и телезрители. Мы продолжаем нашу общественно-политическую программу «Дискуссионный клуб Политрук». Сегодняшняя тема – «Великие имена России». Ну, если вы следите за средствами массовой информации, то, наверное, видите, что вообще такой очень бешеный конкурс по всей стране идет. То есть цель конкурса такова – называть великими именами аэропорты центральных или крупных, или основных, будем говорить, столиц регионов. Связано это, видимо, с патриотизмом, то есть с повышением уровня патриотизма. Вот на эту тему мы сегодня будем разговаривать. Вот у меня тут в студии несколько представителей партий или общественно-политические деятели. Я думаю, можем начать. Ну, давай, Гаврил, сразу с тебя, ходом. Вообще, зачем это нужно? Данный проект был запущен около месяца назад по инициативе Общественной палаты Российской Федерации. Сама идея вышла от представителей науки, представителей Российского исторического общества, от представителей Русского географического общества о том, что в России нужны с такой инициативой, что придать аэропортам 45, вначале было 45, потом стало 47 аэропортам, самым крупным международным аэропортам Российской Федерации имена великих соотечественников. Такая тенденция по приданию имени есть во всем мире. Известные аэропорты: аэропорт Кеннеди, аэропорт Шарля де Голля в Париже, аэропорт Ататюрка. И вот оборот, около 70% пассажирского оборота по всей России происходит через эти 47 аэропортов. В том числе аэропорт города Якутска попал в число этих хороших современных аэропортов, которым можно придать имя. Как же придать имя? Не указом главы, не распоряжением мэра, а именно путем голосования. Как сейчас люди голосуют? Голосуют путем интернет, то есть волеизъявления граждан, которые проживают на территории данного субъекта. Любой житель Российской Федерации, он может проголосовать за ту или иную кандидатуру, проходит по 4 этапам. Сейчас мы находимся в самой финальной стадии. Это отбор финалистов. Первый этап – это было Общественную палату каждого региона, любой желающий, будь ли физическое лицо, будь ли политическая партия или общественное объединение, могло внести так называемый длинный список до 10 человек. В нашу десятку попали тоже наши известные люди. Потом второе, любой желающий мог дополнить эту десятку 11-12 списком. Третий этап у нас прошел социологический опрос, по итогам которого у нас вышли 4-й этап, это финал, 4 самых известных по итогам соцопросов наши соотечественники. Люди могут проголосовать, выбрать из 4 людей, как уже говорил, путем интернет, на сайте великие имена РФ. Путем открытого
телефонного звонка, да, могут путем, как уже по старинке, путем внесения бюллетеней. У нас в городе Якутске работает 5 точек, где могут люди проголосовать. У нас работают волонтеры, которые в свободное от учебы, свободное от работы время работают в данной сфере. Как уже было сказано, это проект общефедеральный. Любой житель, там же тоже интересный момент, да, в аэропортах города Москвы, Внуково, Шереметьево, Домодедово тоже может присвоить имя человека. Любой желающий, который путем как бы через интернет может проголосовать. Данная инициатива, мне кажется, очень интересная, потому что сейчас уже есть определенный спор, есть определенная дискуссия, кого ли назвать, чем или именем называть. Вначале было то, что политические деятели туда не попадут. Туда попадут самые видные деятели науки, образования, культуры, да, вот, истории. Но потом организаторы конкурса внесли предложение о том, что даже ныне действующие политические деятели могут принять участие. В данный момент у нас участвуют 4 кандидата. Петр Бекетов – это путешественник, казак, основатель города Якутска. Платон Алексеевич Аюнский – это основатель Якутской автономной республики, один из организаторов якутской литературы. Третий – это Михаил Ефимович Николаев, это наш основатель республики Саха-Якутия. И пятый – это Кузьмин, Валерий Кузьмин – это первый летчик из народа Саха. Есть определенные тоже споры, да, в данный момент я в интернете слежу, о том, что кто-то за персону вначале вышли Петр Бекетов, потом на втором месте был тоже. Сейчас в данный момент на второй неделе на первом месте уже Платон Алексеевич Аюнский. Идут споры, у нас люди очень любят спорить, любят высказываться. Мы проводили анализ с нашими волонтерами по Дальнему Востоку. И такой дискуссии, ну, по крайней мере, по Дальневосточному федеральному округу нигде нет. К примеру, в Магадане там в десятке было всего 4 или 5 действующих. У нас уже было 11, потом десятка появилась. Сейчас люди активно голосуют. Отмечу то, что у нас люди активнее голосуют не на точках, а бюллетенях, да, именно голосуют через сайт «Великие имена России», то есть через интернет. Люди в WhatsApp активную работу ведут, в социальных сетях ведут активную работу. Ну, все. У нас холодно, удобнее голосовать все-таки дома, да? Или Ну, на да. работе по интернету. Ну, WhatsApp у нас очень сильно развит, тоже приезжали гости, у нас спрашивали. Многие тоже политологи, многие социологи говорят им, что в Якутии есть такая тенденция, фактор WhatsApp. Потому что нигде, даже по Дальнему Востоку, WhatsApp не так сильно развит, как по всей России. Как, вот связано с тем, как что... уже, да, вот, холодом, возможно, Да, да, с территории, да. Да. До этого я просто добавлю, у нас люди любят выбирать, мы проводили тут через общественную палату голосование по профессиональной деятельности. Лучший учитель тоже активно проводили голосование, выбирали, да, до этого выбирали лучшего участкового, потом лучшее село выбирали там. Тоже люди любят высказывать все и немножко тоже, как сказать, любят соревноваться. Хорошо. Владислав, у меня тогда такой вопрос. Ну, как к представителю партии власти, да, который, собственно, задают ритм, да, в стране. Еще раз, зачем? Ну, вот, к примеру, если не будем опускаться на уровень республики, а возьмем федеральный уровень, ну хорошо, вот Высоцким назвать в Магадане аэропорт. Ну, вот, к примеру, к этому моменту сейчас такая тенденция, что вроде бы назовут. Ну, Шереметьево, к примеру, я просто. Во-первых, там по разной дискуссии идут разные. Кто-то говорит, что это было, аэропорт находился во владениях графа Шереметьево. Кто-то говорит, что Шереметьевка была. Там еще третий вариант есть. Ну, для меня просто, ну не то, что странно. Лично для меня, как для обывателя, я вопрошаю, зачем именно, почему именно аэропорты? Почему, то есть мы же называем улицы, мы называем
ДК, мы называем центры, мы даже спортивные комплексы называем. То есть аэропорты. То есть получается, что все-таки это у нас такое, будем говорить, то есть все-таки что-то будет и после, значит, какое-то продолжение, наверное, может, партия «Единая Россия» знает секрет? Ну, насчет после я пока не могу сказать конкретно, да, что будет после. Но, скорее всего, как уже первый эксперт объяснил, что во всем мире главные ворота в столицах и так далее, они названы в честь каких-то великих людей. Скорее всего, вот это послужило для организаторов основным моментом, чтобы вот, как-то не было просто безличный аэропорт, как предположено, да, а именно было дано вот Великой Республике, дано вот великому аэропорту какое-то великое имя, так скажем, да. Вот получается, что это не просто так, я тоже все-таки вижу какой-то патриотический подтекст. Вот эти 10 человек, которые попали в лонг-лист, длинный список, да, они же не просто такая есть, да. Получается, люди, которые предложили эти имена, да, великих людей, они все-таки у них являются, ну, будем говорить, кумирами, да, какими-то ориентирами, каких-то таких личностных качеств, может быть, какими-то обладают ценностями для них. И вот они их предложили для того, чтобы назвать главные воздушные ворота нашей республики их именем. Вот сейчас понятно, что во время вот этих периодов голосования стал шорт-лист, короткий список. Ну, и мы видим, уже есть лидеры, да, которые в этом списке сейчас идут на первом месте. Но это не значит, что вот именно вот он, вот этот, который кандидат, лучше, чем кто-то остальные. Да? Получается, мы не должны их ставить на одну плоскость. Это в любом случае каждый человек, который находится в этом коротком списке, он личность. И получается, что люди, когда вот поддерживают того или иного кандидата, они же имеют право несколько раз высказаться. Они, может быть, вот как сказали, можно по телефону проголосовать за одного кандидата, да, по СМС за другого и так далее. Но есть уже какие-то основные лидеры, которые все-таки консолидируют человека именно вот в этом голосовании. И вот именно патриотический подтекст вот всего этого действия, да, это вспомнить тех людей, которые стояли, может быть, у истоков создания каких-то великих деяний. И вот молодежь, которая сейчас будет задаваться вопросом, вот почему же все-таки вот такое большое массовое движение пошло, почему наш аэропорт назван именно именем этого человека, да? Те наши гости иностранные, которые будут к нам приезжать и будут задавать вопрос, а вот у вас аэропорт назван именем вот этого человека, вот чем он знаменит? Вот это все вот как такая вот, ну, цепочка, да, какая-то вот такая линия, которая будет налаживать связь с прошлым и настоящим. И вот получается, что вот этот первый как бы шаг, великие имена, они являются, кстати, ну, первым шагом, да? В дальнейшем, возможно, вот как вы сказали, появится проект по названию каких-то больших улиц, ну, основных, да? Возможно, появится там название каких-то новых других объектов. Но вот именно то, что сейчас начали с того, что начали называть аэропорты, это, я думаю, скорее всего, то, что пошли по какому-то такому пути, как вот во всем мире принято называть воздушные ворота. И вот у нас то же самое. Да, Я, может, добавлю, да? Вы же сказали про Шарля де Голля оба, но это вот единственный аэропорт в Париже, в столице, который назван в честь Шарля де Голля. Другие аэропорты во Франции не названы, они не носят ничьих имен. Там Это же столица, понимаете, столица. По поводу мысли организаторов, организаторы планируют то, что по итогам голосования 5 декабря мы узнаем по всей аэропортах название, кому будут аэропортов, которым будут даны имена, да? По мысли организаторов, данные аэропорты должны быть стилистически, да, вот, художественно быть оформлены в этом стиле. Вот, по примеру аэропорта Ростова-на-Дону, я был там вот осенью, аэропорт назван в честь казака Платова, героя Великой войны. Да, То вот. есть он уже назван? Да, он назван аэропорт, в котором был чемпионат по футболу, и мы когда заходим, как будто заходим в станицу. То есть такая красиво оформленная, то есть это казацкая страна, казацкая степь, в таком стиле люди. То есть, и организаторы планируют то, что аэропорты не будут безликими, да? Они будут как-то в каком-то стиле будут оформлены. То есть по итогам победителя у нас тоже люди должны прилететь и попасть в вот такую атмосферу.
Также вот организаторы говорят о том, что это не переименование аэропортов. То есть есть тоже такие немножко непонятные аэропорт Шереметьево, да? Он же не назван в честь графа Шереметьево, он назван в честь места, село или деревни Шереметьево, то есть будет называться аэропорт Шереметьево, я утрирую, имени Гагарина, да? Просто к тому, что Шереметьевка была, это графу Шереметьево, Да, она ну, то есть, подчинялась, вопрос входила в его тоже, да, вот, да, владение. тоже Внуково, это же город Внуково, да, то есть в честь таких аэропортов. И они будут именно не переименование, а придание имени. То есть аэропорт это самый, мы понимаем, что в республике Саха-Якутия, на севере аэропорт города Якутска, он больше, чем какой-то транспортный объект. У нас сейчас вот пример, да, вот осенью и весной, фактически единственная точка, куда могут приехать люди, куда могут привезти товары, да, у нас значение аэропорта очень огромное. Поэтому мы должны понимать то, что как бы мы ни хотели, через этот транспортный узел будут приезжать гости. То есть они должны понимать, то есть я попал в аэропорт имени Заболотного, да, кто такой Заболотный? То есть молодые люди должны изучать, то есть хотят, не хотят. Недостоин. Да, ну я утрирую, да, то есть чтобы никого не агитировать, да, то что люди будут попадать и будут задавать, что это человек, как это будет. И то, что сказал Владислав, молодые люди уже точно знают, кто такой Кузьмин. Многие не знали об этом. То, что был первый летчик из народа Саха, потом сейчас уже началась дискуссия, я его в социальных сетях видел. Кто-то говорит, что он не первый, это был. То есть изучение самой персоны переходит к изучению самой авиации, истории авиации. Да. То есть мы через, возможно, искусственное, да, вот то, что вот, тенденции, моды, да, мы придаем то, что молодые люди будут увлекаться персонами, да, персоналиями, которые внесли огромное значение в историю края, республики, страны. Вот видишь, ты сам сказал, что вот ты сказал за Кузьмина. Мы не будем ни за кого агитировать, мы будем просто рассматривать те 4 кандидатуры, которые у нас уже внесены. И очень смешанные чувства появляются, когда ты смотришь вот эту вот, будем говорить, шкалу. Вот смотрите, если это ныне действующий какой-то, да, живущий человек, еще живой, то ему становится обидно, если он не попадает в первые ряды, ну в какой-то степени. Если это, вот если из 4 наших брать Кузьмина, Бекетова, Николаева и Аюнского, то у нас получается только, если выиграет Бекетов, будет станица и немножко будем там села. Да, сейчас дам. Все остальное только на якутскую тему, понятно. Ну вообще, в принципе, все должно быть на якутскую тему, по логике. Я слабо представляю, как аэропорт Магадана будет в стиле Высоцкого. Ну хотя, понимаю, там может быть какие-то гитары, чтобы будет красиво, да. Ну просто это вот, ну как бы это дальше, чем у нас. У нас ближе вот это получается. Но дискуссия-то о чем? Есть человек с авиацией, есть человек культуры, есть человек из политик, 2 основателя, да, у нас, есть человек-основатель вообще якутского острога. Очень сложно выбрать между ними. И самое главное, жаркие споры возникают по этому поводу. Теперь один еще момент хочу добавить. Из ныне живущих. Тогда мне непонятно, почему никто, вот вношу предложение, почему никто Путиным не назвал. Вот например, Домодедово. Это огромный аэропорт, самый большой в России. Там есть еще, кстати говоря, второй Шереметьево, который, собственно, президентским стал. Ну почему тогда не внесли? То есть, получается, все-таки мы побаиваемся, что он не доберет, там, не знаю, до Менделеева или наоборот. Понимаешь, вот тут такие как бы вещи, они очень тонкие. Да, Михаил, я скажу, да? Я сейчас закончу, да, вот по поводу организатора, они вот внесли такое, можно было назвать, провести общий соцопрос, да, рейтинг и как бы назвать великими именами там каких-то вот по датам, да, юбилеям, то есть. Но организаторы пришли к тому, что люди должны высказать свое мнение. Я вот уже действующие, вначале было такое, то, что действующие политиками нельзя называть. То есть вначале было такое внесение изменений. Потом организаторы внесли, то, что было очень много предложений, то, что если ныне живущий политик или деятель культуры живой, да, он должен письменно дать согласие о том, что он согласен. Что в честь него... я там, понимаю. У нас тоже Михаил Ефимович Николаев, он дал согласие о том, что его люди тоже очень любят, да, инициатива вышла, и он дал согласие о том, что он желает участвовать в этом конкурсе. Ну хорошо.
Ну, я могу, да, уже. Но я сейчас как профессиональный историк, человек, который занимается, ну, как ученый, да, исследованием, мы выслушали общественные организации, которые являются инициатором этого проекта. И я отвечаю на ваш вопрос, да, вот что происходит и как выбирать между Петром Бекетовым и, например, Николаем, то есть человеком, нашим современником, да. Я как историк скажу такую вещь. То есть я здесь как профессионал вижу то, что это идет операция с таким понятием, как историческая память. Что такое историческая память? Историческая память – это коллективное бессознательное, это что-то, о чем народ сам придумывает, это как наследие получается, да? Нематериальное культурное наследие. Ну, историческая память, продуктом исторической памяти является нематериальное наследие культурное. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это есть работа с коллективным бессознательным, то есть попытка работать с населением. Например, вот говорят патриотизм, например, да, вот говорят, чтобы люди знали своих героев, например, да. Это означает о том, что, ну, вообще, что такое вот публичная память, да, вот, историческая память? Это то, что стереотипы, архетипы, стереотипы о своем представлении, не всегда правильные, о своем прошлом. И вот когда мы начинаем смотреть Facebook, например, да, тот же самый WhatsApp, тот же самые сайты, которые занимаются вот этим вопросом, мы наблюдаем там огромное количество вот баталий. Все это связано с тем, что население у нас, во-первых, пункт первый, интересуется своей историей, пункт второй, политизирован, пункт третий, эта политизация идет такая, ну, в стиле плюрализма, то есть люди, которые открытым текстом говорят, почему Петра Бекетова, казака, который использует такой термин, который я не использую, завоевал Якутию, например, да, вот почему его имя стоит, например. Присоединил. Да, присоединил, мы говорим, вхождение. То есть это такой вопрос. Мы историки, ну я лично, как историк, изучающий современность, я с интересом наблюдаю, все это фиксирую. Почему? Потому что я смотрю и говорю о том, что у нас в Российской Федерации, когда я говорю о Российской Федерации, я автоматом говорю и про Республику Саха-Якутия, у нас у политиков, ученых, общественных деятелей есть огромное количество работы. Фронт, непаханное поле, потому что общество, современное общество хочет получить конкретные ответы на вообще историю своей страны. Оно этого не получает в достаточной мере. Кину камень в огород ЕСЯ, например. Да? То есть недавно вышла статья «5 фактов о Тыгын-Дархане». Там было прописано, что этот человек на сайте обрабатывает первый человек-якут, который обрабатывал якутские алмазы, например. То есть мы с вами говорим о том, что сейчас институты публичной памяти, исторической памяти, да, это, по идее, должен быть музей, университет. Но мы сейчас наблюдаем о том, что... может быть ошибка, как это было там журналист. Ну да, ошибка, наверное, там, да. Но мы говорим о том, что сейчас идет в первую очередь институтом публичной памяти, который формирует вот это наследие, представление о своем прошлом. А зачем мы изучаем историю? Зачем мы должны знать, иметь нормальное, правильное представление о своем прошлом? Тогда мы отвечаем, кто мы есть. Тогда человек прилетает, вот, например, возвращаясь к теме, да, прилетает в Якутск, там, например, и начинает вот пробивать, ага, тут там какой-то человек жил, этим названия, тому подобные вещи. В данный момент очень интересные процессы идут. И вот это голосование, давайте добавим еще вот на площадь Орджоникидзе, да, вот давайте переименуем еще площадь Орджоникидзе. Обычно мы видим о том, что переименованием определенных объектов, памятников, исторических памятников, памятников культурного наследия, да, этим занимается, когда идет вот какой-то надлом исторический. В 90-е годы вспомните, что происходило. Давайте даже переименуем Республику Саха-Якутия, там был такой момент Сахада, да, вот Сахастан, Сахада, тому подобные вещи, да, вот. Скобки давайте уберем слово Якутия, например. То есть это все идет работа с исторической памятью. Нет, во-первых, это стоит очень больших денег. Чем масштабнее переименование, тем больше затраты. Да, первичные идеи, а потом уже материальные получается. Да? Чтобы потратить деньги, нам надо обосновать. Вот когда вы в семье сидите, нам вот деньги есть, надо что-то купить, например. И вот начинаете идейно тратить деньги, а потом уже идете и покупаете, например. То же самое сейчас происходит. Это, как правило, мужчины идут, женщины просто тратят. Ну, так, я тут задержусь, ну, как бы воздержусь от комментариев, потому что, ну, это, да. Кто там тратит в семье деньги большие, это еще отдельный вопрос. Ну, если в целом, да, вот этот процесс, великие имена России, это показатель того, что сейчас в России общество само, не правительство даже, да, а общество само, если было бы в этом заинтересовано правительство, то как бы кинул прорубь топор и как бы отклика нет.
Но когда вот пошла вот эта волна, и народ сам начинает вот интересоваться вопросом, это показывает о том, что у общественников раз, у политиков два, и самое главное у нас, у историков, огромное количество работы, просто непаханное поле, титанические усилия Да, нужны. но это ваша задача истории. Да, это наша задача, да. Вот когда вот меня спрашивают, Айтал Игоревич, за кого вы будете голосовать? Я говорю, ну, глаз Божий, глаз народа, глаз Божий. Я посмотрю, что скажет, а потом я буду уже объяснять, почему народ избрал конкретно вот этого человека и назвал его. Не, но все равно, мне кажется, у каждого есть свое мнение. Каждый имеет, да? То есть у меня есть свое мнение, я уже проголосовал. Айтал, сегодня не будем кидать камни и топоры, ладно? Сегодня... Хорошо, хорошо. Тем более в ЕСА, мы на этом портале находимся. Ну я вырежут, специально, вырежут. специально пришел сказать, что мы это... Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Если это народное голосование, имеет ли право высокоуважаемый человек, например, глава региона, глава там, какого-нибудь собрания законодательного, глава общественной палаты, ну условно там какой-то, имеет ли право он высказывать публично свое мнение по данному вопросу? Я скажу? Нет. По положению, я как вот один из организаторов говорю, по положению, которое у нас разработано, утверждено Общественной палатой Российской Федерации, любой желающий, вне зависимости от должности, вне зависимости от социального статуса, да, то есть человек имеет право высказаться. У нас глава Республики Саха-Якутия высказал свою позицию. До этого в других регионах тоже высказали свою позицию. Не, но он высказал за Платона Аюнского, будем говорить откровенно. Да. Платон Аюнский сейчас ведет. Вот что, есть в этом все-таки вот его заслуга, Александра Сергеевича? Я считаю, что есть. Вот это лично мое такое мнение. Хорошо это, плохо, ну, судить будем говорить потомкам. Когда мы вот наблюдали первым, то что очень много тоже людей, когда вот первый день голосования у нас Петр Бекетов шел, там 1000 голосов у него было, да? Потом на второй день вышел Платон Алексеевич Аюнский. Но мы помним то, что глава республики, он высказался раньше. То есть позиция о том, что люди потом подключились, как раз вот подошло время юбилея, да, то есть ближе к юбилею, юбилейной дате люди стали вот активно голосовать. Возможно, было определенное как бы такое непонимание, почему именем Петра Бекетова мы должны назвать. То есть люди высказали свою позицию, то, что Платон Алексеевич Аюнский. Но мы говорим, что впереди еще 2 недели, а в течение 2 недель тоже мы не знаем и мы не можем прогнозировать, кто будет победителем. Официально у нас Общественная палата сейчас может информацию дать, да? Да. Сколько у нас проголосовало, сколько у нас идет. По всей России за первую неделю около 800 тысяч людей проголосовало по всей России. Это количество людей очень огромное. Ну и голосование еще продолжается. И еще 2 недели будет. До 30 ноября у нас идет голосование. По поводу высказывания Айтала Игоревича, потому что у нас люди интересуются историей, да, очень люди, мы как с Айталом коллеги, да, вот историки, легче всего спорить простым людям, да, о истории и политике. Почему-то люди не спорят по математике, да, по физике не спорят, почему-то не спорят по другим наукам, да, по биологии, экологии. Ну, да. потому что это скучно, Да, понимаешь? потому что люди... Нет, Тут это вот оно на поверхности. Нет, история, она всегда, ну, будем говорить, преобладала вообще у каждого, наверное, кто учился. У нас люди любят историю, но вот профессиональное такое изучение тоже споры идут, да, то есть таких вот окончательной истории, которая у нас прописана. Была история, которая говорила в советское время, да, была советская школа истории. Сейчас в данный момент у нас нет окончательной точки, даже по всей истории России, истории Якутии, и поэтому люди интересуются, им интересно, есть спрос о истории Якутии, в том же вопросе присоединения или вхождения, происхождения народа, который здесь живет, до народа Саха. То есть такие интересы у населения есть. У нас мы очень активные, поэтому... Слава Богу. Насчет, да, я хочу сказать то, что имеет ли право политик участвовать и высказывать свою позицию в этом вопросе, я считаю то, что это, ну, если в правилах прописано, это да. Почему? Потому что политиков выбирает народ, ну, у нас в Российской Федерации, да? А что такое политик? Политик, он когда выходит на трибуну, он должен говорить слово «мы». Например, да, вот мы с вами, да, вот, например, да. И вот история – это
такой рычаг, такая опора, от которой опирается политик и говорит, вот мы все вместе, у нас общая история, у нас общая память, например, да, и когда политик выходит и говорит за какого-то исторического деятеля, например, или когда мы чаще всего видим политиков всех вместе с КОПом по каким-то историческим памятным датам, например, да, это показывает о том, что, ну вот, объясняет, почему народ интересуется историей, потому что понятие «мы», народ, единый народ, например, да, вот это история России, это все, ну, история, она все Я понимаю, у нас даже программа общественно-политическая, только, знаете, мне непонятно, почему у нас все время политики, где у нас экономики, экономисты, где вот они, потому Ну, что, политика это потому как- что да. от них-то как раз и зависит вообще вся политика. То есть у нас получилось, что политика, а что это такое? Ну, образное Концентрированная искусство экономика. разговорного жанра, да, в государственном, ну, в государстве, будем говорить, да, вот в обиходе государства. И вот эти люди, они пришли, они возглавили. Ну, я имею в виду, что разговоров, не то, что разговоров больше, чем действий. Очень приятно, когда политик и экономист, он одновременно. Только экономист-то он по призванию, а политик он по роду деятельности, наверное, или к этому пришел. Еще выделяет государственных деятелей и политиков. Вот это две, между прочим, очень разные вещи. Вот государственные деятели — это совсем другие люди. Хорошо, давайте так, у нас сегодня два Владислава, я так, чтобы не путаться, Общественная палата, я сразу дам сейчас слово. Хорошо, раз мы заговорили про политиков, я хочу назвать вам политика, который, ну, по рейтингу он, наверное, как президент, а известнее, наверное, был и даже до него. Вот представитель партии его сидит. А почему никем не назвали Жириновского, почему даже не внесли? Для меня очень удивительно. Такая, в общем-то, фигура, я 2 раза с ним встречался, 2 раза записывал интервью, и даже был один раз на день рождения у него на юбилее. В общем, Ну, я не думаю, что это будет уместно. Я не думаю, то, что у Владимира Вольфовича такая завышенная самооценка о себе. а причем Вообще- могли внести кто-то из партии там, или просто Нет, кто ну, почему? любят и уважают. Нет, я не думаю, что это было бы уместно. И вообще, и вот лично мое мнение по этому поводу, да, то, что это очередной какой-то хайп. Вот то, что вот эти вот имена давать аэропортам, да, говорят про историю, чтобы вот там приезжают, допустим, к нам какие-нибудь граждане, да, с других стран, чтобы, о, в честь кого это назван аэропорт, да. Так у нас, я так смотрю, мода такая, все называть чьими-то именами. У нас стадионы, школы, улицы, площади, да чего только нету. Скоро, я так думаю, мы начнем и города переименовывать. Опять же, вот... Куйбышев был когда-то, Да, ну вот Калининград. уже сейчас вот переименуем, да, аэропорты, а потом вспомним, у нас же в Приморском крае это есть город Артем. Так, а почему бы нам наши-то города не переименовать? Опять будем вспоминать великих людей. В честь Артема, да? Ну да, тезка так повезло. Ну а что вот, все вот говорят про Аюнский, и площадь вот эту же Орджоникидзе хотят переименовать на Аюнского, да? Нет, Ну, но это не де-факто, это просто Нет, ну вообще вот... прозвучало в обществе, да. Да, но я так заметил такую основу, то что вот у нас у нескольких видов, допустим, у улицы, у площади имеется название имени одного и того же человека. Даже вот если взять Валерия Кузьмина, да, в честь его школа есть, площадь есть, улица есть, даже премию, по-моему, дают. В честь его Аюнского имени. тоже есть. Да, Театр оперы и я говорю, балета, и говорю, там же находится зачем улица. тогда, зачем вот мы называем все одним и тем же именем? Для чего это вообще? Вот Ну, это? хотят люди, Ну, хотят. это. И вот по поводу того, что вот вы говорите, чтобы эту историю изучать, да, вот это делается, это не обязательно. Сейчас у нас такое поколение, сейчас очень модно быть умным. И люди как бы сами развивают свою эрудицию, вне зависимости от того, будем ли мы давать имена аэропорту, не будем мы давать имена аэропорту. Не знаю. Слушай, очень круто сказал. по Можно поводу я очень отвечу, да? модно Как быть умным. историк. Я считаю, это замечательное высказывание, можно записать. Да, я Спасибо. согласен с Артемом. Почему? Потому что сейчас современные люди образованные, пункт первый. То есть ты так придешь и скажешь, я кандидат наук, слушайте меня внимательно. Я можно Ты так не поправлю? Они скажешь. не образованные, они информированные, поскольку они находятся постоянно вот в этом пространстве, постоянно на связи, новости льются тебе сами. То есть, да я хочу просто рассказать то, что когда ты начинаешь рассказывать про политику или там про историю, вот человек, да ты вот тут рассказываешь, а тут в Википедии написано так-то, так-то, например, да? То есть очень четко сказал Артем Андреевич о том, что вот зачем. Кажется, что это чисто так отвлекает от каких-то бытовых проблем. У нас дороги вон в ямах,
У нас зима стоит, батареи как бы лопаются, да, скоро будет большая зима, мы хотим как-то назвать исторической памятью. Еще раз повторяю, вот хочу ответить, да, то, что когда человек... Это процесс, долгий процесс. У нас современная Россия существует только 20 лет. И наш народ, он хочет получить конкретный ответ. Кто же мы? Да, вот кто мы есть? И всегда вот такой вопрос, он будет актуальный в течение, по крайней мере, 50 лет уж точно. Да, вот будут переименовывать какие-то аэродромы, площади будут 3 раза, улицы какие-то раз пересматривать, открывать школы какие-то, например, да. Этот процесс, когда народ, он пытается найти себя во времени. Проблем не было в Советском Союзе с переименованием городов, улиц, потому что все это сделали в 30-е, 20-е годы 20 века. И 50 лет народ жил как бы спокойно, да, колхоз имени Ленина, вопросов нет. И по сей день так называется. Да, ну да, сейчас тоже есть. А сейчас мы говорим о том, что только 30 лет существует современная Российская Федерация. Мы хотим найти себя место в этой... Мы же говорим, вот я как преподаватель истории говорю, история России – это тысячелетняя история. Только 3 государства имеют такую историю глубокую. Это Великобритания, это Китай и Россия. Все остальные государства, они существуют в течение 300 лет, 400 лет, например. Да? И они четко знают, кто они там есть. Берем, например, США, у них, например, гражданская война. У нас тема гражданской войны до сих пор нет... Консенсуса нет, да? Вот конкретно нет. А в США что происходит? Это, между прочим, историческая память. А что такое историческая память? Это коллективно бессознательное. То, о чем, как себя представляет народ для себя. Вот ты идешь в зеркало и смотришь, красавчик. То же самое должен говорить народ про себя. А мы строим только 20 лет. А гражданская война в США, например, они там точно знают, кто, какой генерал под каким камнем умер, и умирая, что сказал перед этой смертью, да, какая пуля куда попала, вот там гильзы показывают, например. Тот же самый Вашингтон. Но у них короткая история. У них там четко есть. А у нас 1000 лет, и современные россияне, они хотят найти себя в этой глобальной истории, потому что на нас давит вот история предков, например, да, и мы хотим вот как-то не то что защититься, да, а найти себя в этом месте. Где мое место вот современного россиянина? В это время, да, вот в 21 веке. Все? Это по поводу истории Америки, там я тоже поспорил бы, там они очень быстро забыли историю рабства, да, то есть очень много такие моменты, я бы не сказал. Колонизацию индейцев, да, геноцид индейцев, которые, они об этом... Но они забыли то, что им мешает. Да. Сейчас там демонтируют памятники Колумбу. Я хочу вернуться к теме, да, по поводу, почему Жириновского не назвали, наверное, просто члены партии ЛДПР, наверное, побоялись проявить инициативу, да. Наверное, и зря. Да, Владимиру Вольфовичу идея, наверное, понравилась бы, да? Мы не боялись. Я утрирую, да. Сейчас у нас Вольфович один из самых крутых пиар-менеджеров страны. Да, у нас несколько аэропортов, которые изъявили желание, городов, вернее, да, им, или там 3 или 4 аэропорта изъявили желание назвать Ломоносовым. Или 2 или 3 именем Жукова. То есть они вот борются. То есть столько же Менделеева. Да, то есть там уже по положению, кто больше всего наберет голосов за Ломоносова, да, или Архангельск, или там Москва, да, вот по количеству. По процентам. Да, по процентам. То есть столько ли он будет названо. То есть интерес к этому есть. Я сам сторонник того, чтобы нельзя переименовывать площади, нельзя переименовывать улицы. Мы должны знать свою историю. Давайте лучше давать новым объектам, да, аэропорты являются новыми объектами. Название наших соотечественников. Строить, да. конечно. Да. Мне понравилось, как вот сказал Айтал, он хорошую идею предложил. Он сказал, у нас дороги и ямы, давайте называть плохие дороги именами мэров городов. Я коротко скажу, да, по поводу Жириновского или других политиков, которые не связаны с Якутией. Да. Основным критерием по присвоению имени является историческая связь с данной территорией. Так точно прописано в положении. Поэтому Владимира Вольфовича мы, к сожалению, не приняли бы. Нет, я не про Якутию, я сказал вообще. Это как вариант, как Путин, Жириновский, Зюганов, не знаю. Ну, насколько мне известно, в Челябинске была такая инициатива по присвоению имени Владимира Путина. Никто не слышал, да, про это? Нет, я вот специально посмотрел и не нашел. Только одна инициатива была. Ну, это, насколько я знаю. Может быть, я неправильно посмотрел. Видимо, в этом месте ее и погасили. Хорошо. Да. И все же какой-то конкретный выбор есть у вас? Сделали уже? Проголосовали?
Нет, 4 кандидата, да, финалиста, они все... Вы для себя, я имею в виду. Да, нет, Кого? они достойные люди. Поэтому мне вот тяжело, вот как специалисту аппарата общественной палаты, выделить кого-то. Все они достойные люди. Но все же это надо сделать, если мы участвуем в процессе. Я так думаю. Я просто рассчитывал, что все присутствующие, ну, как минимум, проголосовали или есть свое мнение. Мы не будем агитировать, как я уже говорил сегодня. Просто это, в принципе, не наша задача. Мы же обсуждаем в общем сегодня. Хорошо. Ну вот давайте, ладно, давайте так тогда немножко зайдем все-таки на площадь Орджоникидзе, раз уже о ней заговорили. Понимаете, дело в том, что, с одной стороны, я согласен, что переименовывать нельзя. То есть вот она названа, и все знают ее, и мне нравится, и очень территориально. Это сразу, ну там ведь рядом и улица Орджоникидзе, то есть все равно там вот приезжие могут путаться. Но это я так, для информации. То есть как минимум они должны быть оторваны друг от друга. Но с другой стороны, территориально Орджоникидзе, что он здесь делал? Да ничего. То есть называли в советское время. Считали, ну, да. Все да, сказали, нет. да. Вот у нас, оказывается, историк один только я, да, и за всех выгребает историк. Нет, ну я и про Каландаршвили могу. Нет, я, конечно, есть эти моменты. Просто Ну, так, для общей информации. Орджоникидзе – это знаковый человек в истории Якутии. Почему? Потому что, ну, он был наркомом промышленности, раз. В 30-е. Ну, там еще как он умер, это еще, или ему умерли, да, как бы помогли ему, или там не помогли, это еще отдельный вопрос. Но сразу скажу о том, что все молодые политики 20-х, 30-х годов 20 века в Якутской ССР ходили, ну, не под эгидой Орджоникидзе, да, а как в какой-то мере ходили под его, как сказать-то, ладно, под его протекцией. И Аюнский в том допустим. числе. Однозначно. Почему? Потому что когда мы говорим о том, что вот в каком году умер Орджоникидзе? В 1937 году? И получается то, что когда пошли репрессии, да, вот те люди, товарищи, которые как-то иначе были связаны с Орджоникидзе, они вот попадают под эту волну, например. Есть такая теория о том, что да, Аюнский, Амосов – это люди вот Орджоникидзе и в какой-то мере в таком плане. Что касается переименований, у нас время есть, да? Я могу рассказать такой случай. Если такая пошла, как говорится, пляска, да, сейчас идет такая тенденция, то, что человек сам переименовывает, ну не переименует, а получает новое имя, якутское имя, например, да, там чьё-то. Был такой случай, когда я ехал с такси, ну, в Сбербанк онлайн, там написано вот Айтал Яковлев, да, и таксист такой спрашивает: ты сам поменял свое имя или там тебе родители дали? Я говорю: да, я родители дали в 1984 году. Он говорит: я хочу тоже поменять. Ну как ты смотришь, как историк, на то, что вот я хочу поменять свое имя? Я говорю: ну, у меня такой маленький момент, то, что дали же предки твое имя, и ты имеешь право вот поменять то, что решение предков. А когда мы говорим о площадях, то тут начинается следующий момент, опять же, публичная память. То есть массы, народ, он сам избирательно подходит. Вот да, это наша история, а вот это не наша история. И когда получается такая картина, что историк начинает рассказывать объективную информацию про историю, народ говорит: вот историк неправильные вещи говорит. То есть это избирательное. А да, и публичная память, она избирательная, и всегда будут существовать споры насчет площадей, насчет улиц, например. Если не будет споров насчет площадей и улиц, то считайте, что народ умер, потому что тут уже никто не будет задаваться этим вопросом. Даже не представляете, как мне это знакомо. Потому что меня назвали Микаэлом в честь Микаэла Таривердиева в 80-м году. У меня есть свидетельство о рождении, я показывал на национальном вещательном канале. И в паспорте у меня Микаэл. Мне пишут: вот он был Мишей всю жизнь, там, а Михаилом. Ну, Михаил я назывался. Я вообще возле личного училища учился. Микаэл, знаете, за это можно было отхватить, за такое имя, в общем-то. Понимаете? А Миша я был. Вот Гаврил для меня Ганя. Потому что мы с ним вместе были в молодежном парламенте в 2 созывах. И все девушки, которые там, они вообще называли меня Мика в молодежном парламенте. То есть мне это знакомо, потому что я читаю иногда и думаю, что мне еще надо сделать, чтобы доказать. Но мне уже устал доказывать, я перестал об этом говорить. Понимаешь, мне это знакомо. Другой вопрос, ну, когда реально люди хотят изменить. Например, какая-нибудь Клава хочет быть Соней. Ну, я, к примеру, говорю, ну, вот не нравится человеку имя. Ну, это такая уже частности, да? Да, это частности. Это частности. Но все же, вот давайте... Если названо в честь человека много объектов, имеет ли смысл добавлять еще? Вот о чем речь. Потому что ведь есть и достойные, которые, ну будем говорить, вот
ну, они вот потерялись вот в этом поле. Все равно как ни крути, у нас вот, вы же вот правильно сказали, 10 человек, да, политы. То есть вот это та планка 10, которая, ну, может быть, там один добавится, может быть, два, может убавиться на 1-2. Но это вот те персоны, которыми можно смело называть, в принципе, даже не согласовывая. Хотя сразу начинается бунт в информационном пространстве, в социальных сетях, начинаются споры, да как он посмел, почему он этого предложил. Вот я вот к этому. Как надо смотреть? Единая Россия. Так, ну в любом случае, те люди, которые сейчас вышли на финишную прямую, они до конца голосования будут там. В любом случае из них будет один победитель, который наберет наибольшее количество голосов. А вот так, если так посмотреть по активности, да, все-таки Республика Саха-Якутия, вот даже посмотреть в процентном соотношении вот от числа жителей самого региона, да, Республика Саха-Якутия наиболее, по-моему, самая такая активная, потому что если даже взять ту же Москву, там такие крупные вот аэропорты, да, а число проголосовавших там гораздо меньше, чем даже наши, вот те, кто стоят как бы в конце списка, можно так сказать, да. Вот получается, у них лидеры набрали меньше, чем наши, ну, как сказать, кандидаты, которые участвуют в голосовании. Получается, сама Москва, она как бы на это смотрит как-то, ну, сквозь пальцы или что-то, да. А вот именно вот Республика Саха-Якутия, там какие-то другие республики, да, они как-то вот, как сказал Айтал Игоревич, они хотят, чтобы их объекты носили название их, как сказать, исторических личностей. Вот поэтому то, что сейчас вот происходит, в любом случае, вот мое мнение, оно как бы вовремя, и то, что сейчас происходит именно в плане того, что лидирует один из кандидатов, это все-таки, наверное, послужило, что именно этот год стал юбилейным. И, наверное, многие из вас присутствовали на том событии, которое прошло вот совсем недавно. Это посвящено, опять же, вот юбилейной дате, да? Триумф был полностью заполнен. Вот я сам лично, вот если честно, ни разу не видел, чтобы не было даже мест в проходах, да? И люди вот стояли, сидели, они даже вот молодежь, вот что меня удивило, они как бы уступали место пожилым, но сами при этом не разбегались, не уходили, а вот именно стояли и смотрели. Вот для них это было все интересно. Поэтому вот ради вот таких, как сказать, событий, моментов, да, вот я думаю, вот такие, как сказать, голосования, такие инициативы надо поддерживать. Но если вы следите за конкурсом, то вы, наверное, посмотрели, что как раз по тенденции как раз национальные республики и голосуют в основном, то есть вообще, в смысле, я имею в виду на всех уровнях выборов. То есть это говорит о том, что национальные республики переживают за свое будущее больше, чем, не буду говорить громко, как другие называть большие крупные города. Я просто говорю это, потому что я родился, это моя земля, я здесь вырос. И когда я приезжаю или там езжу на эссе, для меня это нормально, я спокойно, то есть я к этому привык. Но когда приезжают другие люди, или вы и мы попадаем в другую национальную среду, для нас ведь это удивительно, да, и приятно, там уже у бурятов, ну что-то похоже там у них, но тем не менее, я условно говорю, да, или на Кавказ, да, а когда приезжают к нам люди, то есть они же не смотрят какой-то национальности, они смотрят на тебя, ты местный житель, тем более я могу им все рассказать, и рыбой их накормить, и строганиной, и чем хотите, там и олениной, как говорится, и рассказать им, и провести везде, ну как человек, который здесь пожил, ну какие-то, может быть, моменты я тоже еще не все знаю, потому что век живи, век учись, но в этом смысле я согласен с Гаврилом. То есть вот те ворота, которые тебя встречают. Ты прилетел в Национальную Республику, ты зашел, ты видишь, ты погружаешься. Только другой вопрос, что раз мы с этого начали, и такой у нас вот, ну, как бы запал, вот тогда, получается, аэропорта нужно и дальше все это двигать. Там не одно где-нибудь СРГ стоит. Ну, уже тоже Я такое, скажу, да, как понимаете, я да, к чему я съездил в веду? конференцию, недавно был в Новосибирске, назывался так «Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий». Там вот тот процесс, который мы сейчас описываем, ну, приехал в Национальную Республику, и когда мы говорим о том, что в национальных республиках возрастает интерес к своей истории, это нормальное явление, тенденция общероссийская. Этот процесс даже имеет научное обоснование, ну, термин, понятие, да, это этнизация общества. То есть мы с вами говорим о том, что в национальных республиках идет вот усиление миграционных потоков из села в город. В городе, берем конкретно город, ну, в смысле Республики Саха-Якутия, то у нас 62% населения республики живет где? В городах. А села у нас в меньшинстве получается, да?
И отток, прирост городов у нас идет не из внешних миграций, да, это, например, я говорю по Дальнему Востоку, то у нас идет изнутри. А что такое село? Село – это мононациональное поселение, скажем так, да. Я не говорю, что там конкретно якут или там эвины, винки, да, вот. Это мононациональная, монокультурная среда. Оттуда начинают приходить товарищи в поликультурную среду городскую, пытаются найти себя, опять же, место, да, вот вместе. И вот этот процесс, он поддерживается. Человек начинает интересоваться своей историей, раз, и добавьте туда еще время, то, что начиная 90-х годов у нас пишется очень много книг по истории Якутии, например, да, и самое главное, то есть современное общество, оно какое? Образованное, получает информацию, и самое главное, оно понимает вот эти процессы, оно понимает историю. Почему не было таких тенденций в 70-е, 80-е годы 20 века? Потому что в основе своей массы якутское население не имело высшего образования. Специальное есть, начальное, среднее, да, но высшее образование, которое дает возможность понять, что такое история, что такое философия, найти себя во времени, в пространстве, вот эта тенденция, показатель того, что это не только в Якутии, это в Бурятии, например, в других национальных республиках, Татарстан, например, Калмыкия, например, да. Этнизация общества, это есть минусы, конечно, да, но я говорю о положительных моментах. Про минусы говорят все. Скажу о том, что это показатель того, что в Российской Федерации, а что такое Российская Федерация? Это многонациональный народ. Народы, они получают достаточно образования и средств, и времени, чтобы осознать себя и найти свое место в историческом пространстве Российской Федерации. Потому что вот русский, он кто? Россиянин автоматом. Но не все россияне являются русскими. Но русские это же даже не национальность, а состояние души. У меня 4 крови, я кто? Русский. Нет, ну, россиянин. Якут например, да. русский, там армянин русский. Ну, соединяется понятие то есть, россиянин. Да. бурят русский. То есть это ты прилетел, там, допустим, ребята прилетели наши в Японию. Японцы их спрашивают, вы откуда? Они говорят, с России. Как? Мы думали, вы там, ну там откуда-то. Там, Ну, с далеко Таиланда, ходить не будем. Я вот когда Нет, мы, говорит, с России, мы русские. Когда Понимаешь? выезжаешь за пределы России, я, например, хожу по улицам, да, и говорят, вот ты монгол? Нет, я русский. Очень классно. Я один раз смотрел интервью с Юнусбеком Евкуровым, это президент Ингушетии, глава Ингушетии был президент. Он очень замечательно по этому поводу высказался. Он сказал, значит, на Кавказе я ингуш, в Москве я кавказец, а за границей я русский. Понимаешь? Вот, то есть, вот он очень здорово разложил. И только знаешь, вот мне кажется, мы проигрываем в том, что, вернее, не проигрываем, а нам нужно говорить, что мы ведь гордимся тем, что мы национальная республика, да? А, по-моему, еще больше мы гордимся тем, что мы многонациональная республика. Тогда нам не нужно говорить, что мы национальная республика. Мы нужно говорить, мы многонациональная республика Якутия. У нас там, сколько у нас национальностей? По разным оценкам, от 70 до 103, вот, да. То есть по разным оценкам, я имею в виду. У которых богатая история. То есть о чем речь? Мы многонациональная республика и живем в многонациональной стране. Тогда этот вопрос вообще не должен. Но мы на этом заостряем внимание, потому что в какой-то момент кому-то это становится нужно. Но я считаю, это неправильно, потому что эти вещи вызывают, ну не конфликты, но споры точно. Ну вот мы говорим, что есть потребность вообще государства, да, вот, система образования стремится к тому, чтобы молодые люди стали патриотами. Патриотическое воспитание молодежи. Есть такая определенная программа, тоже госпрограмма, выделяются определенные средства, да, из бюджета, федерального бюджета, из республиканского бюджета. А кто такой патриот вообще? Мы задавались таким вопросом, и говорят, патриот – это человек, который знает историю свою. Как сказал. Да, а история начинается с чего? Начинается не с общей большой истории, да, мировой истории, а история начинается с истории семьи. Сейчас очень большая потребность у людей. Я тоже вижу, есть даже появились фирмы, которые занимаются за деньги составлением генеалогического древа. То, что в архивах работают. Если ты знаешь историю своей семьи, ты должен знать историю своего города, села, района, да? Потом должен ты дальше идти, историю своей республики. Потом дальше историю своей Сибири, там, края большого, да? Потом историю России и историю мира. Сейчас в данный момент говорим, что аэропорт города Якутска – это не объект только города Якутска, это общереспубликанский объект, куда приезжают со всей страны, со всего мира,
И в данный момент то, что 4 финалиста есть, это общереспубликанского масштаба люди. Люди, которые в определенной мере, то есть они и как бы срез общий, там же не только представители 20 века или 19, 18 века, да, или вообще последнего, то есть есть срез, начиная с 16 века, 17 века, заканчивая современниками, да, и люди как-то вот логически сделают вывод о том, что роль, в данный момент роли личности, да, в становлении современной истории. И ход голосования говорит об этом, что Платон Алексеевич Аюнский внес самый большой вклад в развитие нашей республики. Поэтому я уверен, что голосование у нас пройдет, хоть и с такими большими спорами, да, но пройдет так спокойно. Добавлю о том, что были инициативы там, называть аэропорт города Якутска, ну, пример того же, да, Калининграда. В Калининграде были определенные митинги. Они не хотели, чтобы аэропорт, как там аэропорт назывался в Калининграде, у них есть определенное название аэропорта. То есть они не хотели переименовать. У них старый Кёнигсберг. Нет, там аэропорт как назывался, Сокол или как назывался? Аэропорт Сокол назывался. То есть они не хотели, чтобы участвовать в данной инициативе. Некоторые аэропорты из 45 изъявили желание, отказались участвовать. Добавились новые аэропорты. То, что, возможно, у нас появятся новые объекты. Да, вот я говорил, что в Нижнем Бестяхе появится железнодорожный вокзал. Давайте его назовем. То есть назовем его, тоже проведем конкурс. Новый объект, почему нет? Железнодорожный вокзал имени, не знаю, представителей, да, то есть, Бекетова, например. Бекетова, или там была кандидатура Манчара, да, Василия Манчара. То есть и у нас появятся аэропорты современные, тоже в социальных сетях говорили, что давайте будем передавать. К тому, что Артему Андреевичу, то, что люди хотят присваивать имена определенным объектам, это не есть плохо. Это хорошо. То есть мы должны знать, сейчас мы должны знать, какой улице, в честь кого оно названо. Может быть, есть споры по Каландарашвили, да? Да, мы можем как-то вот относиться к этой персоне, ну, как бы человек, который у нас даже не жил. И все же это должны быть все-таки... Но мы должны знать историю. То есть объекты... путем Важные должны быть объекты для да, общества. вот, Нельзя же назвать там, если там свиноферма имени, там, не знаю, там, Иванова. Ну это же бред. Если Иванов заслужил, да? Если эта свиноферма кормит всю республику, или там, да, почему нет? Главное, чтобы было желание человека, чтобы в честь него назвали. Я уверен, что... Звучит не очень, я в смысле... А вот сейчас вот можно, да, одну мысль высказать? Я вот сейчас сижу, тут слушаю, да, все вот рассуждаю. Вот мы все говорим, типа вот переименовывать, там давать имена. Да, я вот согласен, то, что можно дать, допустим, новому объекту имя, да, ну вот вокзалу, там его, это уже вот обществом, да, мы решим. Вы говорите вот про историю, чтобы там запоминали, да. А как вот, допустим, насчет картин, да? Вот, допустим, там вот та же самая Мона Лиза, да? Вот нарисовал там ее этот да Винчи. Все, вот она висит, называется Мона Лиза, общество ходит, смотрит на нее. А тут вот решили, а давайте-ка мы переименуем название этой картины. А назовем мы ее «Улыбающие права», вступают авторские права. Да, а как же насчет того, что, вот, допустим, кто-то вот, что-то изобрел, ну, тоже вот строение какое-нибудь построил, да? Ну, архитектор какой-то, он ему дал название, да? У него уже было название. А мы вот тут решили, что оно не нравится нашему обществу, и решили переименовать его. У этого аэропорта же, у нашего, кто его строил, наверное, тоже, задумывался. Да и зачем вообще аэропорту давать имя? Аэропорт Якутск. Куда ты прилетел? В аэропорт Якутска. Зачем что-то... Давайте я объясню, да? Якутск это не название, это же нет, город, ну, аэропорт, это тот город, куда да, он ну, летел. вот, куда Нет, ты тут в один момент очень важный. Международный аэропорт, во-первых, Якутск, не просто аэропорт, это по-прежнему трасса Алсиб, Аляска-Сибирь, да? Во время войны, когда садились, перегоняли американцы самолеты для нашего фронта. Я хочу сказать, что это по-прежнему очень важный стратегический объект. А вот по поводу имен... Но если вот говорить вспомнить то, что перегоняли самолеты, тогда тут опять же присутствует Валерий Кузьмин, который как раз-таки участвовал в этом. Вот тут как раз и есть в этом смысл, что на нынешнем отрезке времени
из этих 4 кандидатур вот выбрана одна, пока, да, то есть неизвестно, чем все закончится. Но неизвестно ведь, как бы это будет через 20 лет или через 30. То есть сменится поколение, 2, возможно, переименуют. То есть тут уже другой момент. Тут вот в данном отрезке времени, при том, что, кстати сказать, 2 юбилея у нас. И у Аюнского, и у Кузьмина. Да, ему Так 100 лет исполнилось. Поэтому у нас вот, 2 да, юбилея. 11 числа. опять же, повторяюсь, да, вот в начале выступления говорил о том, что это из разряда сферы публичной памяти. Что такое публичная память? Суть такова, то, что современники, вот давайте так, объясню так, есть предки, мы, например, да, мы хотим послать какое-то сообщение потомкам, но потомки это сообщение получат не 100%, они будут выборочно выбирать и говорить, да, это часть нашей истории. И еще неизвестно, Да, и хорошее поэтому или мы плохое. объясняем, да, все, что вот они сами будут, у них критерии плохого, хорошего будут совсем другие. И поэтому, например, когда мы смотрим вот Facebook, когда мы смотрим там всякие разные форумы, кому за 30 и так далее, там каждый второй пост, да, вот мы потомки великого народа. Каких великих народов, например? Да? То есть все хотят быть какими-то Чингисханами, например. Да? Вот это показатель публичной памяти. Все, что бы мы ни делали, потомки будут выбирать по своим критериям. У нас свои критерии, у наших родителей свои критерии, например. Да? Вот почему мы говорим, вот Ленина спихивают с этих, извиняюсь за выражение, с пьедестала. Потому что наше поколение говорит о том, что он ничего не сделал. Видите? Это все очень просто. То, что мы здесь будем собираться и говорить о том, что вот давайте вот это будет бесконечно долго. Тут момент, вот как историку, самый страшный момент в том, что нельзя менять историю ни в коем случае. Плохое, хорошее, вот это должны знать, именно это. Потому что только после этого можно сделать выводы. Потому что у нас будущее, чтобы строить, не зная прошлого, построить будущее невозможно. Конечно. Это те ошибки. Добавьте туда еще то время, то, что историческая оценка должна быть, где-то должно пройти там 70, 80, 100 лет. Там уже будем давать конкретную оценку. Да, плохо, да, хорошо. Но все же Артема мнение нельзя не учитывать, вы согласны? Потому что Артем, такое мнение имеет право это мнение да, его. Такое мнение Но имеет право существовать. я хочу сказать, что аэропорт Якутск, где-то так тоже блуждала идея назвать его Туймадой. То есть долина Туймада, стадион Туймада тоже, да, ТРК Туймада и аэропорт Туймада. Туймада, и Туймады уже много, да, мало того, что мы в ней находимся и так. И у нас и названий-то связанных, и магазины Туймада, и остановка Туймада. Да. А можно было бы еще назвать бы его Манитахом. Но это тоже относительно, чем занимается аэропорт? Поставками? Можно Манитах кем можно был? внести предложение на какой-то следующий объект. Например, онкологический центр будет строиться. Артем, Нет, у нас это мы не подойдет забудем, название онкологического мы центра. не должны забывать, что в городе Якутске не только один аэропорт. У нас еще есть аэропорт Магани. Можно внести предложение такое. Маган, аэропорт Маган города Якутска. При том, что аэропорт Маган это как раз дополнительный аэропорт, в который вот как раз Кузьмин о нем и говорил, что его нужно развивать. И даже, кстати, вообще разговор шел о том, что его сделать основным, потому что, международный у нас теперь есть, а основной аэропорт, куда приземляются вот в случае там каких-то неполадок, непогоды и так далее, не дай бог, да, этот аэропорт, его нужно сделать. Вот как раз, на самом деле это очень хорошая тенденция. Аэропорт уже есть, да, международный, там уже делать ничего не надо, он уже как конфетка. Его нужно просто, по-моему, доделать полосу, насколько я знаю. Там вот часть полосы сделали, часть осталась. Его нужно довести до ума, даем ему имя, раз мы, так решили. Решили же мы так, значит решили, народ решил. Не какой-то там отдельный человек конкретный. Переходим к Магану. А как только мы переходим к Магану, значит, нам, как якутам, становится, будем говорить, немного обидно, что у нас есть аэропорт маленький, Маган, да, имени, там, не знаю, Кузьмина, например, того же. И он там такой вот весь вот. Значит, мы должны создать рабочую комиссию при правительстве. А при том, что, по-моему, насколько я знаю, сегодня у нас он внесен как объект, да, вот в реконструкцию, по-моему, 16 аэропортов по Якутии. Я просто, может быть, ушел чуть от темы, но сам факт, что... То есть это как бы дает дополнительное значение. Это я, в смысле, не оппонирую, а просто как мнение. Ремарка такая вот. Турция, да, сейчас вот дружественная страна, самый главный аэропорт Ататюрка. Сейчас дружественно. Да. Хорошо сказал. В данный момент главный аэропорт, но
Ататюрк – это основатель современной Турции. То есть сделал Турцию светской, да. Сейчас политика поменялась, и решили построить новый аэропорт. И решили аэропорт новый не называть аэропортом Ататюрка. И аэропорт Ататюрка, он будет закрыт. Но сказали бы об этом 30-40 лет назад, что такая будет, да, и народ бы взбунтовался, наверное, в Турции. Но сейчас политика поменялась, и идет определенный пересмотр истории. Но мы не должны быть как они, мы должны помнить свою историю, мы не должны сносить памятники, мы не должны переименовывать площади. Я, по крайней мере, знаю, что есть мораторий в городе Якутске о том, что нельзя переименовывать действующие объекты, как сказать, было дорого, не в финансовом плане, наверное, в плане памяти будет. Мы далеко не уйдем, если будем каждые 20 лет переименовывать аэропорты, переименовывать улицы, площади. Мы же рядом помним, что сейчас история Украины, да, как они переименуют быстро. Поэтому мы должны быть здесь настойчивыми и немножко терпимыми. Есть предложение о определенном, то есть должны быть процедуры. Поэтому у нас Общественная палата Российской Федерации разработала положение, в котором четко все прописано. Как, кем, как, когда. Вот. И поэтому мы должны прийти и согласиться с этим. Должна быть легитимность. Да. Я хочу Владиславу дать. Да. Так, ну я кратко скажу про статистику голосования. По состоянию на 6 часов вечера на вчерашнего дня якутяне очень активно голосуют. И, как сказал Владислав, национальные республики идут впереди, города, да. И аэропорт нашего города находится на 9-м месте из 47 аэропортов по количеству голосовавших на сайте. Так, на данный момент голосовало 25 631 человек. Это на сайте великиеимена.рф. И через анкеты проголосовало 1257 человек. Это по городу Якутску. Угу. И у нас время еще есть? Да. Ага. Ну, я призыв сделаю нашим телезрителям. И, уважаемые жители Якутии, вы можете голосовать несколькими способами. Первый способ – это на сайте великиеимена.рф. Второй способ – это в волонтерских точках, которые расположены в Якутске. Это на 2-м этаже ТРК Туймада, в аэропорту на 1-м этаже, в торговом центре Делей, в Общественной палате Якутии по адресу улица Курашова, 24 и в музейном комплексе «Россия. Моя история» на 1-м этаже. Пожалуйста, примите активное участие в голосовании. Осталось 2 недели. И 5 декабря мы узнаем, что же имя будет носить аэропорт нашего города. И, по-моему, еще можно на борту самолетов голосовать. Да, на борту самолетов авиакомпании «Аэрофлот». Также есть способ, который не особо популярен. Это через заполнение анкет в федеральных газетах, 2 газетах «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты». То есть там есть вкладыш анкета, вырезаешь ее, заполняешь и через Почту России отправляешь. Почта России. Да, чтобы завершить нашу дискуссию. Так, тоже в конце хочу высказаться, да. На самом деле предложен очень такой хороший демократичный механизм, да. Во-первых, у людей спросили, кого вы хотите предложить. Люди предложили. Если бы они не хотели никого не называть, не переименовывать, они бы промолчали бы, у нас бы стоял бы 0, и мы бы сидели бы просто 47-й аэропорт не был бы назван никак, да. Был бы аэропорт Якутск. Люди, получается, откликнулись, они активно начали в этот процесс вовлекаться, да. И сейчас это голосование показывает, что людям интересно, они хотят, чтобы их аэропорт был назван чьим-то именем. И поэтому то, что сейчас очень удобно, я сам нескольким способом проголосовал, да, и по телефону, и по СМС, и все социальные сети, также я еще и проголосовал у волонтеров, получается, практически все способы я испробовал на себе, да, очень удобно. И я думаю, что в последующем, возможно, этот механизм будет и применяться на выборах. Это мое личное мнение. Такая небольшая хитрость, да. Да. Но просто очень удобно на самом деле. Человек, не выходя из дома, он получает право голоса.
Да. Ну что, как оказалось, тема не такая уж и простая, да? Великие имена России. Очень было приятно провести эту дискуссию. Надеюсь, нас услышали. Это была программа «Политрук». Мы продолжим разговор. Увидимся на ESI и РНТВ.